на какие точки воздействовать и массаж делать, здесь тоже будет бесполезно. И в этом логика вот этих видео. А не дайте упражнения, от которых мне станет легче. А животом делать ты не хочешь грудной клеткой? Да. Это все равно, что травмировать коленный сустав и на нем прыгать. Голеностопный сустав отдельно, плечо отдельно. 0 результата, хотя и боли уменьшена. Сейчас будет мега интересный разбор. Модель, пациентка с жалобами на боли в суставах по правой стороне тела. Слабость в правой половине тела. Если тебе интересно это видео, оставайся, посмотри, и, возможно, на нем ты узнаешь себя. Я Забродин Михаил, врач-травматолог, ортопед, мануальный терапевт, специалист и преподаватель методики PDTR. И сейчас разбор, поехали. У нас есть пациентка, Татьяна. Расскажи, какие жалобы? Иногда выключается правая сторона. Начинает болеть кисть, стопа, ну и вообще как-то на правую сторону сразу становится некомфортно. Угу. Такое ощущение, что она выключилась и не работает. А иногда ощущение, что все хорошо. А потом что-то случается, да, и все проходит, и все хорошо. Такое бывает. Тогда, если у вас боли в нескольких суставах по одной части тела, у вас может быть эта проблема. И если у вас ощущение, что не работает одна часть тела, либо эта часть тела как-то отличается, она слабая, она больше, меньше, это говорит о том, что, скорее всего, вам подойдет такой алгоритм в диагностике и лечении. Это довольно часто встречающаяся проблема. Тогда я тестирую левую ручку, даете, она работает, правую, она не работает. И жалоба у вас по правой стороне тела. Смотрим ножки. Левая ножка, даете, работает, правая ножка не работает. И, соответственно, под нагрузкой суставы по правой части тела могут давать о себе знать. Вопрос, где найти проблему? Скорее всего, она находится по правой же стороне тела. Многие из вас, которые ждут от этих видео какие-то упражнения, вы их здесь не найдете. Почему? Потому что мы не работаем на примитивном уровне. Эти упражнения вы можете делать самостоятельно. Многие из вас воспитаны в Советском Союзе, вы знаете, как делать эти упражнения. Либо просто берите и ходите пешком, делайте зарядку, и вам будет гарантированно лучше в любом возрасте. Просто вы не отказываетесь от этих упражнений, когда вам через 2 дня начинает что-то побаливать. 2 недели упражнений, и гарантированно часть жалоб на хорошем уровне у вас просто уйдут. Без всякого лечения, без всяких таблеток. Это раз. Во-вторых, на какие точки воздействовать и массаж делать, здесь тоже будет бесполезно. Я вам сейчас покажу, как каждый из вас, просмотрев это видео, может найти проблему у себя. Например, я вам подсказал, жалоба здесь с правой стороны, что, скорее всего, что-то случилось с правой стороны. Тогда каждый из вас подумает, а был ли, например, у него аппендицит и рубец от аппендицита с правой стороны? Была ли травма на руке, на ноге с правой стороны? Травма грудной клетки, травма головы, удаленный зуб с правой стороны. И когда вы нашли там несколько позиций, вы можете во время ходьбы, во время нагрузки придавить некую зону травмы с правой стороны. Если вы по ощущениям чувствуете улучшение, это именно та зона, которую надо лечить. И в этом логика вот этих видео. А не дайте упражнения, от которых мне станет легче. Делайте все подряд упражнения, и тогда вам станет легче. Далее. Травмы с правой стороны. Запястье, голеностоп. Ага. Я придавливаю, давите. Не помогло. Я обдавливаю голеностоп. Не помогло. Я вижу травму на подбородке, рубец. Не помогло. На всякий случай мы придавливаем правую сторону на щеке. Почему? Потому что у многих есть, например, эпизоды. Болели зубы, удаленный зуб, больно полечили и все остальное. Видите? Не помогло. Я могу обдавить голову с правой стороны. Не помогло. Мы придавливаем грудную клетку с правой стороны. Видите? Бам. Видите? Бам. Напишите, были ли когда-то у вас травмы грудной клетки. Сейчас мы нашли ту зону, область травматизации, падение, удар, придавили эту область. Вы занимались спортом. Возможно, это спортивная травма, которая так себя проявляет. Видите? И пролечив эту травму, мы включим всю правую половину тела, и здесь будет все хорошо. Далее, если вы видели ролик, вот по ссылочке, кто не видел, можете посмотреть.
у нас была аналогичная пациентка с проблемой дыхания. Но там были нарушения краниальные, ссылочку, пожалуйста. А здесь проблема самой грудной клетки. Если кто-то из вас травмировал грудную клетку, вспомните, как вы дышите. Вы максимально стараетесь ограничить это движение, это логично. И даже фиксирующие повязки улучшают, потому что уменьшают движение грудной клетки. Если мы здесь будем увеличивать экскурсию грудной клетки, дыхания, нервной системе будет хуже. Смотрите, сила, давите, сила, делайте глубокий вдох, давите и давите вверх. И стало плохо. А животом делать? Ты не хочешь грудной клеткой? Да. Это все равно, что травмировать коленный сустав и на нем прыгать. И у нас много таких нюансов, зная которые, вы можете разобраться с пациентом. Если вы будете лечить голеностопный сустав отдельно, плечо отдельно, 0 результата, хотя и боль уменьшится. Ну, как правило, правая половина тела не работает, так и не будет работать. А если хочешь научиться так лечить, вот туда ссылочку туда посмотри. Приходи к нам на обучение, мы тебя научим. Ножки вместе. Я тестирую сейчас стабильность тела. Давите. Дави, дави, дави. Дави. Ну так, неплохо. Дави назад. В целом давите. Причем эта плоскость лучше работает. Здесь она чуть-чуть срывается за счет того, что не работает правая сторона. Дави. Что будет, когда мы сделаем глубокий вдох? Один вдох и выдох глубокий. Да. Выдох. Бам. Голова закружилась. Почему? У нас спортсменка мастер спорта на минутку, голова закружилась. Ну, потому что она натянула. Все нормально? Да, да. Зону травмы. Это все равно, что у вас резко болит зуб, и вы решили на нем пожевать. Будет то же самое, стресс для нервной системы. Только там очевидная боль. Здесь вы боль не чувствуете, но нервная система на нее реагирует, мозг на нее реагирует. Мы готовы лечить. И дальше в обратной последовательности я покажу вам, как это. Те, кто пишут глупые комментарии, еще раз попробуйте. Я вам несколько минут назад рассказал, что вы должны взять от этого видео. Досмотрите до конца, будет интересно. Режиссер, я так все делаю? Все, это лучшие слова. Поехали. Дальше. У меня есть нормальная мышца, нормальный рефлекс. Если Татьяна не делает глубокий вдох, я могу с ней работать. Дальше я нагружаю, смотрите, я нагружаю грудную клетку с этой стороны. Видите, ничего не происходит. Я нагружаю грудную клетку с этой стороны. Происходит слабость. Здесь есть датчик, рецептор тупой боли. Мы можем лечить нашу пациентку. Лечение заключается в воспроизведении того файла в момент травмы, на который среагировала нервная система. Теперь мышца сильная. Видите, мышца сильная. А травма грудной клетки – это болезненная травма, даже ушиб, я вам как травматолог скажу, может болеть месяц. Видите, видите. И бывает так, что через 10 дней вам стало легче, вы сделали глубокий вдох, либо резко дернули и заболело сильнее, чем болело. А те, кто смотрел видео, еще раз по ссылочке, знает, что те, кто плохо дышат, особенно если это милые, прекрасные дамы, они начинают стареть быстрее. Поэтому этот вопрос мы тоже закрываем. Ножки вместе. Сделайте глубокий вдох. Выдох. Увидели вдох? Давите. И теперь давите. И теперь давите. Она не падает. Теперь вы убрали то, что мешало сделать вдох. Рука с этой стороны. Удивительно, но она включилась. Ножка с этой стороны, давите. Вы не поверите, тоже включилась. Далее, конечно, на приеме. В принципе, мы можем пациентку сейчас отпустить. Но на приеме, когда есть время, мы можем посмотреть связочки голеностопа, связочки плечевого сустава. Там будут какие-то мелочи, которые мы можем убрать. Но даже этого лечения достаточно, чтобы пациентке было хорошо. Будьте молоды, красивы, здоровья. Давайте подведем итог. На этом видео я вам рассказал подробный алгоритм,
как каждый из вас может найти проблему у себя. У нашей модели была слабость по правой части тела и боли в суставах по правой части тела, ощущение слабости. Я вам подсказал, что возможно это какая-то травма или операция, а может быть зубки пролечены таким образом с правой стороны тела. И у нашей пациентки была травма правой половины грудной клетки, из-за этого выключилась половина тела. И плюс наша модель во время диагностики подтвердила отсутствие полноценного дыхания на уровне грудной клетки и дыхание преимущественно за счет живота. Почему? Потому что во время дыхания она снова стрессирует травмированную часть грудной клетки. Используя метод PDTR, а именно этому методу мы обучаем, и ты по ссылочке можешь прийти к нам, мы тебя научим. Мы закрыли, убрали стресс с этих рецепторов для нервной системы, ей стало хорошо, она задышала грудью, и во время дыхания у нее не появляется слабость, и включилась правая половина тела. Понравилось видео? Колокольчик, лайк, подписывайся на канал. С вами был Забродин Михаил. Всем пока, здоровья!